Очередное ЧП на реке. В минувшие выходные в Хангаласском районе республики под лед ушел самосвал. Водитель не смог выбраться из машины. На место немедленно выехали водолазы Республиканской службы спасения. Вместе с ними на место происшествия отправилась и наша съемочная группа. К месту ЧП в 5 километрах от Еланки спасатели прибыли ранним утром. После разведки было принято решение начать работу с рассветом. С помощью подводной камеры спасатели установили точное место и глубину залегания автомобиля. В ходе осмотра удалось установить, что грузовик был поврежден при утоплении. Кабина деформирована, лобовое стекло выбито, а люк в крыше распахнут. Толщина льда на месте трагедии едва ли 20 сантиметров. Чуть дальше по курсу автомобиля уже почти полметра. Именно оттуда начинает работать водолаз. Самосвал лежит на глубине 6 метров. Спасатель Николай Емельянов в первую очередь исследует кабину, но в ней погибшего не оказалось. В спальном помещении не видно. За корпусом самосвала в укрытой от течения зоне спасатель обнаружил погибшего. Всего по ледовой трассе двигалось 6 самосвалов, доверху груженных углем. Причем 5 машин проехали по тонкому льду и не заметили опасности. Лед проломился под последним. Отметим, что самосвалы, прошедшие по трассе, весили практически 40 тонн каждый, что, учитывая толщину льда на месте провала, верная смерть. По КоАПу Республики Саха-Якутия предусмотрен административный штраф за выезд несанкционированный на нелегальные эти все дороги, переправы до 5000. Таких уже протоколов у нас несколько было, много, можно сказать даже. Спасатели предупреждают: соблюдайте весовой режим и не используйте дикие переправы. В случае провала автотранспорта шансы на спасение минимальны. Афанасий Николаев, НВК Саха, Хангаласский район.